Ну все, доброе утро. Проснулся, уже позавтракал. Фенг оставил завтрак. Сейчас буду пить чай. Ой, буду пить чай. Наверное, сегодня никуда не пойду. Хотя мне и нужно разобраться с велосипедом. Поставить спицу. Я же забыл даже сказать, что я уже 500 километров езжу без одной спицы. Нужен фонарик. Нужно найти более-менее нормальный вариант, потому что без света ездить. Свет вообще всегда нужен, потому что когда не знаешь, может придется ночь ехать, вот как вчера было, позавчера. Поэтому сейчас время еще много, только 8 утра. В принципе, это центр, поэтому идти, я думаю, тут можно все найти. Да, по-хорошему надо все мыть, стирать, сумки стирать. Но вот так думаешь, смотришь на прогноз погоды, дожди еще будут. Ну, на неделю там дождей и осадков немерено еще. Думаешь, смысл их мыть, стирать, чтобы потом опять испачкать? Наверное, сейчас схожу в магазин. Выйду в город, надо найти веломагазин, посмотреть, что есть, что почем вообще. Вышел погулять, в общем. Нашел магазин в интернете. В гугле нашел, загуглил, посмотрел. В общем, будем искать магазин. Вон мент смотрит. Говорю, главное не попасть здесь, в мусарню. Но я паспорт с собой взял. Но что-то мне все равно как-то это... Посмотрим, нормально все будет. Но будет смешно, если меня загребут. Что-то все хожу. Даже ходить сил нет. Тем более с непривычки я практически не хожу. Все время я езжу на велосипеде. Я сейчас домой дойду, чуть-чуть осталось. Здесь я поселился в центре, в Ухане. В таком элитном райончике. Ну, нормально, чем. Лежать пойдет мне, отлеживаться. Взял он бананчиков с мандаринками. Как гостиниц такой. Чтоб не с пустыми руками приходить. Крутой лифт, как всегда. Разговаривает. А мне на 19-й. Сейчас сидим, фоткаемся. Посадил меня Фенг. Давай, говорит, сейчас семейную фотку типа сделаем. На память. Сижу, разбираюсь с вещами. Сил нет, не выспался сегодня тоже.
Завтра утром уже отчаливаю. И опять в дождь, видимо. Но завтра будет завтра. Сегодня еще день не закончился. Сегодня еще живем. Good picture. О. 它这个就是印刷，它画了以后啊，印刷的。哦，对，印刷的，所以它就全是平的嘛。是是，比较光滑的东西。所以你刚才的那个就是。Такие картины и мой срач здесь. Is destroy. Но это велосипед тоже искусство. Правда же? Это все великое искусство. Собран по частям, понемножку, понемножку. Да, пыльный, да, грязный. Но от этого он становится еще лучше. Посмотрите, какие краски. Да фокусируйся ты. Короче, вы видели, какие изгибы. Красота. О, Фенг мне подарил открытку с города Ухань. Красивую. Special memory. Thank you, thank you. Сейчас я тоже на память дам тебе открытку, свою визитку. Классный подарок. Привезу его домой спустя год. Повешу на стену. Вспомню. Буду помнить. Так, а мне-то тоже есть что подарить. Где эти мои визитки? 200 штук, которые мне газета «Грань» делала. Они у меня, по-моему, их еще много осталось. Во. Во. На, Фенг. Держи. Memory of me. Oh, okay. My visit card. Okay. Thank you. Все. Собрался. Пора отчаливать дорогу. Самого хозяина сейчас дома нет. Сейчас пришел его друг. Меня выпроводить. Да, сейчас пойдем. На улице также дождик. Также дождь пока. Ну ничего. Да. Пошли. Пойдем. Магазин, веломагазин. Посмотреть, что почем. Нужно поставить спицу еще. Посмотрел на карте в гугле, нашел Джиан. Сейчас вот поеду туда. Я пересекаю реку Янцзы, 4-я в мире река по длине. Ну и даже сейчас видно, что она здоровая, большая.
Довольно судоходно, много барж ездит. Красота. Какой магазин нашел. Сейчас зайдем, посмотрим, что там есть вообще. Нет, короче, толком. И цены вообще ого-го большие. Чуть-чуть помыл велосипед. Поставили спицу и взял фонарик. Фонарик обошелся в 1000 рублей. Что-то у меня с электроникой в Китае, говорю, не везет. Сейчас и без велокомпа, сейчас хоть фонарик взял. Я думал либо фонарик, либо комп взять, но фонарик важнее. Я сам как компьютер могу считать. Нормально. Пошел мандариновый сезон. Взял он килограммчик. Ще. Новый год, так что у меня уже начинается. Супермаркет, купил себе каши. Вот такая вот 700-граммовая пачка овсянки стоит 100 рублей, 10 юаней. Взял еще изюма, 120 грамм, и арахиса. На 260 рублей получилось. Что-то, по-моему, дороговато. Все, встал на ночевку. Встал пораньше сегодня, на полчасика, наверное. Сил сегодня нет. Слава богу, дождя хоть нет. Наверное, заметили, что у меня голоса сегодня нет. Просто нету сил у меня напрягать голос. Вот, и сейчас я буду есть кашу собственного приготовления. И неспроста. Потому что я почувствовал пагубное влияние китайского рациона на мой организм. Сегодня я вот это почувствовал. И теперь буду питаться собственными кашами. Сам варить, как это было раньше, в России. Вы представляете, все сколько лет уже так питаться кашами, и тут приехать в Китай и практически кардинально изменить рацион. И организм, конечно же, даст знак, хорошо это или плохо. Вот у меня дал, что давай-ка, Никита, питайся снова кашами. Гречку я, конечно, здесь не найду, но овсянка, самое то, овсянка, рис. Ну вот кто, это похоже на то, вот, кто служил особенно в армии, когда переходишь с армейского рациона, когда возвращаешься с армии, и резко меняется рацион на домашний, организм дает знать, пищеварительный тракт дает о себе знать. Говорит, что что-то не то. Потому что в основном домашняя, особенно вот китайская, да, она вся пряная, всякими специями. А своя каша, так же как и армейская, она туда даже сахара в основном не добавляют. То есть она такая пресная, можно сказать, натуральная даже. Поэтому буду питаться вот так. Теперь спать. Завтра снова, надеюсь, дождей сейчас таких не будет. Пусть будет пасмурно, но без дождя. Чтобы он меня не выматывал, не забирал силы лишние. И так их особо и нет. Впереди город Чанша. До него примерно 300 километров. Ну, денька 3.
Не знаю, получится, нет там остановиться. Я написал в каучсерфинге пару ребятам. Посмотрим, ответит нет. Ну все, отдыхать.